Моногорода заживут новой жизнью, если программа их развития будет точно реализована. На минувшей неделе состоялось очередное совещание по развитию моногородов Казахстана. Стало известно, что их перечень пополняться не будет. Всего их в списке 27, в том числе и Степногорск. Нет ничего удивительного в том, что внимание чиновников уделено именно этим малым городам. Здесь население находится в критической зависимости от внешних факторов. Большая часть горожан трудится на нескольких промышленных предприятиях и в случае кризиса может попросту лишиться работы. Так вот, программа позволит степногорцам меньше зависеть от прихоти рынка. Напомню вам, что несколько лет назад в соседней России из-за того, что своевременных мер принято не было, возникла критическая ситуация. Разорилось городообразующее предприятие, и в городе Пикалево Ленинградской области прошла масштабная акция протеста. Жители перекрыли федеральную трассу. В итоге они добились визита в город Владимира Путина, тогда занимавшего пост премьер-министра. К счастью, такие критические ситуации у нас не наблюдались. А введение программы развития моногородов, по всей видимости, требование времени. Правительство Казахстана будет на жестком контроле держать реализацию программы развития моногородов. Будет очень жесткий контроль. Общая экономика страны поднимается, растет. Миграционное сальдо во многих городах уже положительное, но его недостаточно. Есть ряд проблем. Выступайте динамично, говорите основные проблемы, основные моменты и предложения. Имейте в виду, это не для акимов моногородов делается программа, а для людей, которые живут в них. Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Ахметов.